В день памяти выдающегося абхазского актера, народного артиста Абхазии Ливарсы Касланзыя на улице Воронова на стене дома, в котором он жил, установили мемориальную доску. Ливарса Касланзыя – один из основоположников абхазского профессионального сценического искусства. Несмотря на протесты и возражения старших, он поступил в Сухумскую театральную студию под руководством Василия Домогарова. Спустя время его артистические способности стали развиваться на уровне мастерства и профессионализма. Ливарса Касланзыя становится известен как неутомимый творческий артист, корифей абхазского театра. Художественное мастерство его развивается в широком направлении. Ливарсе Касланзыя были подвластны все образы, как героические и драматические, так и характерные и комедийные. Это человек, который мог блестяще сыграть в комедии. Очень много, вот, допустим, того же «Голого короля» Шварца, который был поставлен уже в 1962 году, и «Отелло», который был поставлен еще в 1941 году. Вы сравните два этих героя. И Ливарса Касланзия играл разные роли, разные характеры так, что его абсолютно можно было не узнать в другом спектакле. Это очень важно. И человек, который занимался только актерским искусством. В тот период было немало звезд абхазского театра, среди которых Шарах Пачаля, Азиз Агарба, Минадора Зухба, Разынбе Агарба, Ливарса Касланзыя, Екатерина Шакирбай и другие. Они творили историю абхазского театра. Ливарса Касланзыя, безусловно, был одним из ярких актеров. Он каждую свою роль играл неповторимо. Ливарса Шардынович любил жизнь и свою профессию и никогда бы не променял ее, говорит Светлана Курсая. Это был от природы человек. Вот от природы человек был большой. То есть это была не только внешность великолепная, да? Это был человек огромной души, щедрой души. Человек, который восхищался чужим талантом. Человек, который любил и жизнь, и людей, и никогда не разделял. Ливарса Касланзыя был первым актером в абхазском театре, сыгравшим Отелло. Его фотография сегодня висит в музее Лондонского театра Шекспира, где собраны фотографии исполнителей главных ролей произведений английского драматурга. Он вдохновенно создавал на сцене образы людей разных судеб, каждый из которых по-своему боролся, отстаивал свои права. Его творчество призывало к борьбе за человека, за гуманное отношение к нему. Ливарсу Касланзыя называли королем абхазской сцены. В фильме «Белый башлык» Ливарса Шардынович предстал в образе князя Шабата, одного из главных героев фильма, особенно поразивших зрителей. Дочь Ливарсы Касланзыя, Кама, поделилась своими воспоминаниями. Она отметила, что отец не терпел лжи. С папой моим рядом расти, и вот это все слышать, видеть, это было великим счастьем. У нас всегда очень много людей бывало, работников искусства, писатели, артисты, приезжие режиссеры, какие-то все. И мне так повезло, что я всегда рядом с ним сидела, мне позволялось, хотя в абхазской традиции сидеть ребенку рядом со взрослыми, когда у меня была такая балованная судьба, мне разрешалось, и я просто счастлива, что у меня в багаже вот такие воспоминания. Человек сам по себе был большой физически, но он и нравственно был большой. И соответствовать этим нравственным его критериям было сложно, прям скажем. Ну, ты ж пока молодой, хочется тебе там что-то. Мы всегда думали, боже мой, папа что скажет. И гуял все это, он расстроится, и это было все. Сегодня в музее Абхазского драматического театра бережно хранятся фотографии, афиши спектаклей, в которых играл Ливарса Касланзыя, и память о великом актере. Я обратилась к семье, была в семье, и вот семья дала нам определенное количество, это буквально 2 папки фотографий, которые они нам передали. Эти фотографии, вот как сейчас говорят, они зафиксированы в театре, находятся в архиве театральном, они все подготовлены к тому, чтобы не испортились они. Вот очень много программок, есть различные афиши на разные юбилейные даты. Вот 70 лет, когда ему исполнилось, и 50 лет творческой жизни.
Мемориальная доска установлена по инициативе 7 актера и при поддержке администрации города Сухум и Абхазского государственного драматического театра. Автор мемориальной доски – художник-скульптор Виталий Дженя. Шазина Ханагуа, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.